Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на вас, и мы с вами узнаем, кто за вами ведет слежку, кто следит, кто наблюдает. Ну и, конечно же, посмотрим, зачем человек либо люди это делают. Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо, только лишь загадайте на себя. Мысленно, либо вслух, так и спросите, кто за мной следит. Кто наблюдает? Зачем люди ведут эту слежку? С какой целью? Я прошу высшие силы дать мне возможность и ответить на все ваши вопросы. И послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы будут моим рукам, желаем услышать и узнать. Так, мои хорошие, отсыпочка у нас общая. Пожалуйста, не забывайте про это. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Так, кто же за вами следит, кто за вами наблюдает? Смотрите, большая фигурка мужчины, который с вами делил одну лодку на двоих. Но это либо бывший муж, либо бывший парень. Тот, с кем вы были вместе, либо проживали вместе. Фигурка очень большая, то есть этот человек прям максимально за вами следит. И следит достаточно продолжительное время. И чем больше времени проходит с момента, например, там, расставания, развода, человек просто уже как маньяк, да, кроме вас никого не видит и только на вас концентрируется. Человек этот очень долго ждал, чтобы вы его назад возвращали, чтобы вы какое-то действие совершили. Ну, например, там пришли, прощения попросили, там, начали умолять, валяться перед ногами этого человека, а вы этого не сделали. Человек искренне был уверен, что вы без него пропадете. Человек прям ждал этого момента, когда у вас там в жизни все рухнет. А не рухнуло. Не рухнуло. Вы без него даже лучше стали жить. Вы похорошели. У вас там, знаете, в жизни как-то все наладилось, настроение улучшилось. Да вообще выглядите сейчас на все 100. И вот он никак понять не может. Почему? Почему вы без него выжили? Почему вы не пришли его возвращать? Почему вы его не умоляли? Почему вы не валялись у его ног? Ну такой, знаете, озадаченный, я бы даже сказала, озабоченный человек. Смотрите, что еще произошло. Ваша жизнь, она улучшилась без него, а вот его жизнь без вас очень сильно ухудшилась. Причем во всех аспектах жизни. То есть там и здоровье у него хреновенькое стало, и фортуна от него отвернулась, и какие-то люди от него отошли, кто-то его обманул. И вообще, знаете, все пошло не по плану, просто не по плану. Я так понимаю, что человек очень долго на вас паразитировал, ну, либо за ваш счет как-то, да, пробивал себе дорожки. Как только вас не стало рядом, жизнь очень сильно ухудшилась. Очень сильно ухудшилась. И да, возможно, он этого не показывает, но факт, вот он, пожалуйста, налицо. У человека горбатая спина, у человека огромный хвост, и он в этой своей лодке, когда остался один, да, без вас, я имею в виду, да, может быть, он сейчас с другой женщиной, но он остался без вас, он в этой лодке тонет, он постоянно тонет, вот ежедневно, вот так по чуть-чуть он тонет, и он это чувствует, у него паника, у него такие мысли ужасные в голове, вот, и он начинает теперь вот как понимать, да, что это именно без вас он тонет. Были бы вы рядом, все бы было замечательно, да, тут и простить не может, что вы выжили без него, и что у вас жизнь лучше стала, и что вы не пропали, да, и то, что он тонет. Тут и злится на вас, и в то же время до сих пор ждет, что вот рано или поздно вы должны за ним прийти, грубо говоря, просить у него прощения. Но я вижу, что этого не будет. Этого не будет. А знаете, что будет? Я вижу, что он к вам придет, с букетом цветов придет. Ну, с извинениями, там, прощения попросить. Может быть, даже как будет предлагать вам все отмотать обратно, да, обнулиться, друг друга простить и с чистого листа начать.
Вот. Другой вопрос, нужно ли вам это, я думаю, что вы ответите себе сами. Вот. Но без вас этот человек рано или поздно он точно потонет. И он это знает. Он уже это знает. Он это уже предчувствует. Вот. А вы живете, вот смотрите, жизнью наслаждаетесь. Так, еще. За вами в последнее время начал следить очень упрямый и громкий человек. Мужчина либо женщина. Не могу сказать. Человека показывают с рогами. Упрямый человек. Этому человеку вы несколько раз нос утерли. Ну, либо в каких-то спорах, в каких-то ситуациях именно вы были правы. И этот человек теперь в шоке ходит и думает, как? Ну как она это сделала? Я ведь самый умный, либо самая умная. Как она могла быть права, либо как она мне утерла нос? У человека просыпается к вам живейший интерес. И знаете, что я вижу? Я вижу, что этот интерес приведет вас к дружбе с этим человеком. Вы будете в будущем дружить. Причем будете не разлей вода. Вот такими крепкими друзьями вы станете. Но это будет в будущем, не сейчас. Пока следит, пока к вам присматривается, пока, знаете, с недоверием, с подозрительностью. Но скоро все поменяется между вами. И тот, с кем вы ссоритесь в последнее время часто, наоборот, будет вашим лучшим другом, либо лучшей подругой. Так, чуть ниже. Кто-то из родственников пытается за вами, ну, может быть, и не следить, но прослеживать вашу жизнь. Кто-то из ваших родственников. Здесь чисто идет линия беспокойства, линия каких-то, ну, вот знаете, как панических ноток, да, человек, может быть, в силу возраста, в силу обстановки, начинает всего бояться, всего и всех бояться. Из-за вас очень сильно боится. Потому что вы смелая женщина, вы как напролом идете к своим целям. И этот человек, он просто это пережить не может. Да, ваш родственник пережить не может. Все время вот мерещится, что вам где-то плохо станет, либо кто-то вам гадость делает. Но вы такая, вы за словом в карман не лезете. Человек это знает и очень сильно из-за этого переживает. Отслеживает основные моменты вашей жизни для того, чтобы быть в курсе и в нужный момент, например, прийти вам на выручку, на помощь. Здесь чисто вот беспокойство, родственное беспокойство идет. Да, паническое, да, слишком навязчивое, но плохого я не вижу. Наоборот, человек за вас очень сильно беспокоится. Так, смотрите, еще в самом центре у ваших ног крутится большая и толстая крыса, которая пытается себя выдавать, ну, типа, я не крыса, я собачка, да, я не враг, я лучший друг. Человек, который пытается залезть к вам в душу и узнать все ваши тайные секреты. Я не вижу мотива, но тут желание залезть вам в голову, залезть вам в душу и все про вас узнать. Давайте я еще на картах, наверное, посмотрю, что это за крыса. Например, смотрите, такая большая, жирная. И вот заискивает перед вами эта крыса. Опять же, выдает себя за собачку. Ну, типа друг, да? Друзья, может быть, набивается, либо уже другом вашим является. Но здесь как собирает информацию, собирает данные про вас. Какие-то тайны хочет выведать. Что за крыса? Ну вот опять. Выведать, узнать, разузнать, все про вас. Вот на самую глубину залезть, да, до самой глубины добраться, все про вас узнать. Зачем? Но здесь явно человек пытается... Давайте так, если это женщина, то, скорее всего, на ваше место метит. Ну, допустим, если вы замужем, смотрите, крыса, мыши вышли, возможно, пытается вами стать. Очень хочется ваше место занять. Ну, если на работе, например, коллега, хочется вас подсидеть, хочется всем вашим, например, мастерством, да, секретами вашего мастерства овладеть. Да, человек очень коварный. О, Господи. Сдается мне, что вы около себя пригрели настоящую злобную крысу, которая сейчас пытается у вас всему научиться для того, чтобы потом ваше место занять. Ой, будьте поаккуратнее. Да, другом себя называют, но не друг это вам. Человек очень льстивый,
очень завистливый и, опять же, глупый. Да? Глупый. Нельзя стать кем-то. Можно лишь только собой родиться. А человек думает, что если он сможет у вас всему обучиться, может занять ваше место. Берегите себя и не приближайте к себе настолько близко людей, в которых вы не уверены, либо которые вызывают подозрения. Да вообще никого нельзя так близко к себе приближать. Так, чуть выше. Ослик вышел. Очень трудолюбивый человек. Выносливый и трудолюбивый. Ослик высоко залез, на вас смотрит слева. Может быть, кто-то из ваших руководителей, начальников, либо человек, который трудом, потом и кровью добился высокой должности. Но действительно очень трудолюбивый человек, трудоголик, я бы даже сказала. Может быть, человек ищет себе помощника, может быть, человек набирает сотрудников, может быть, даже человек хотел бы с вами как-то скооперироваться и что-то совместное делать. Человек к вам присматривается в плане ваших сильных качеств, в плане вашей заинтересованности, например, работой, бизнесом, новым делом. Явно готовит вам какое-то предложение по сотрудничеству, либо по найму на работу. Это хороший момент. Если вы с этим осликом свяжетесь, то вы точно не прогадаете, и вы друг друга будете идеально дополнять. Так, справа. Явно кто-то из девчонок зашел, кто в паре, кто в браке. И здесь показывают мужчину, который прям совсем рядом с вами, который делает вид, что он ничем не интересуется, ему ничего не важно, не интересно, то есть все уже ему понятно, но при этом действительно за вами подслеживают, особенно все, что касается социальных сетей, всяких мессенджеров, звоночки, если вам кто-то звонит, даже вплоть до того, что звонит вам подруга, и вы разговариваете, например, с подругой, он где-нибудь под дверью стоит и слушает, о чем вы там говорите. Но не то, чтобы он вам не доверяет, скорее он такой прям собственник и ни с кем не желает вас делить. Плюс, опять же, опасается, что вы такая красивая, интересная, вдруг кого-нибудь себе получше найдете. И что же он тогда будет делать? Но при этом, опять же, человек делает вид, что нет, вообще не ревную, мне ничего не интересно. Футбол, пиво, пукать в диван. Вот это все мои интересы в жизни. На самом деле, прислушивается, подсматривает. И у кого-то 100% постоянно просматривает ваш телефон, ваши переписки, ваши социальные сети. Как ворует ваш телефон, и пока вы в душе, либо чем-то другим заняты, он может все это изучать, пролистывать. И даже у кого-то отыграется, что есть маячок. Это программка, которая отслеживает ваше передвижение. Девушки, женщины, у кого есть, допустим, роман, тайный роман, и вы в паре, в браке, прям будьте внимательны, потому что мужчина подозревает, и мужчина действительно уже следит, и какими-то программами пользуется. У него есть какие-то дополнительные глаза, причем они повсюду. Допустим, если у вас есть машина, он может установить тоже какую-нибудь либо камеру, либо прослушивающую программу. Прям будьте внимательны. Берегите себя и не провоцируйте его, пожалуйста, лишний раз. Он у вас вроде тихий-тихий, но какая-нибудь блажь в голову ступит, либо ревность сама по себе, это же ужасное жгучее чувство. И может какой-то номер прям не очень приятный выкинуть. Такое предупреждение пришло. Понятно, что это не для всех, это кто-то один. Вам это просто передают на песке. Так, и еще за вами следит ангел. Он и защитник, и покровитель, и еще он вас сдерживает в какие-то моменты, когда вы горите какими-то эмоциями, либо какими-то желаниями. Знаете, чего-то прям сильно хочется, а потом в последний момент вы передумываете. Это ваш ангел творит чудеса, чтобы вы не попали в неприятные истории. Это и есть. Очень, кстати, славный у вас ангел, он и большой, и крылья у него что надо. Он вас как подстраховывает и отводит от всякого ненужного, непонятного, мутного, он вас отводит. Так, мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.